этого я закончил о том, что в любом случае мы пытались найти золотую середину, оптимизироваться. Сейчас, в продолжении Павла Петровича, у нас сегодняшний день, ну, в среднем, по сидячим местам это 28, все заняты с Магана в час пик, и 10, наверное, стоячих мест. То есть итого 38 мест у нас занято в автобусе, который на 90 человек рассчитан. Поэтому он вполне покрывает потребность, вот как раз, как я сказал, Курнатовского и Севастопольского. По времени замера мы замеряли в течение всего прошлого года. Естественно, перед совещанием тоже подготовившись, мы сделали дополнительные замеры по ГЛОНАСС навигации. Автобус 109, который едет как раз таки по автостраде, он едет первее на точке пересечения Кольцевой на 6-9 минут. То есть, в принципе, вы можете либо посмотреть это через умный транспорт, у которого есть приложение. Но если есть желание, мы можем даже, думаю, на практике это сделать и проверить там, представителей там, села Маган и посмотреть на 109-м время, потраченное на пути, и на 102-м. То есть могу заверить, что это не больше 10 минут. Естественно, это из дорожных условий, потому что в мае месяце у нас автострада встанет, и картина будет наоборот. То есть по Курнатовску он пойдет быстрее. Да. Пойдет, да. Ну пока что, я думаю, надо подождать. Ну, Поэтому... просто утренний, может, действительно утренний из Магана не заезжать туда. Может, вот это же можно на это пойти. Просто видите, раньше у нас автобус, когда по Ленина ехал, я вчера же не случайно этот вопрос поднимала, тогда наши студенты, они подъезжали к учебным заведениям, например, из ФФУ там были остановки, да? А сейчас же они доезжают только до автовокзала, и им еще надо добираться. Вот проблема-то в этом. А это опять время. Поэтому если они здесь сократят, из-за этого они опаздывают на занятия. Ну вот я предлагаю, давайте на замер вместе можем даже с вами вместе провести, там выберем день через Сергея Афанасьевича, там опытным путем в автобусе вот тот же 109 и 102 параллельно. Потому что, ну, вы предлагаете 109 в смысле, чтобы они пересаживались туда? Нет, Нет, затраченное время. Потраченное по время. времени? Посмотреть. Здесь стоит понимать, что, допустим, я ежедневно сталкиваюсь с обращениями, которые поступают по всем направлениям, скажем так, города. Подходит человек, у меня спрашивает, говорит, я хочу, чтобы автобусная остановка была ближе к моему дому. В завтрашний день приходит другой человек и говорит, а почему перенесли автобусную остановку? Вот мы вчера стали свидетелями того, что было собрано 200 подписей на передвижку. Вчера мы разговаривали о том, что почему передвижка сделали, люди слишком рано приходят. Здесь необходимо, вот для этой цели делается научная работа, чтобы понять основной поток. И здесь я в Магане, в частности, предлагаю Сергею Афанасьевичу собрать общее мнение, а не частное. Частных будет очень много. Но 200 человек подписей это уже не частное мнение. Нет, я Это потому уже что по общественное. результатам этих 200 подписей мы уже передвинули на 15 минут. А вчера здесь шли разговоры, что люди слишком рано приезжают. Нет, я думаю, что в основном люди писали именно из Магана. Понимаете, из Магана. Они были. А вот все эти в 6:20 как бы поставили из-за того, что в детский сад два воспитателя, тоже мы понимаем это, да, они должны приехать, допустим, там в 7:15, во сколько они там принимают детей, да? Вот, и Галина поэтому Ивановна, давайте мы по сейчас их просьбе Соломоново передвинули. Соломоново решение сделаем, да? Ну, вчера Решение вроде бы сегодня приняли. принято. Да. Вчера еще было. Еще вчера Сегодня принято решение. утвердилось. Сегодня уже этот вопрос решается, делается. Здесь нужно сказать спасибо за Да. оперативность. Вопросов никаких нет здесь. Давайте мы посмотрим. Может быть, у нас еще другие предложения идут. Это живой организм. В свете того, что все-таки у нас идет изменение целиковой маршрута движения, автобусного движения. Не только по Магану, но по городскому округу города Иркутск. Здесь нужно принять вам же активное участие. Потому что вам ездить этими маршрутами. На сайтах, значит, обсуждалках всех этих самых. Если надо, давайте. Я постараюсь тогда всех пригласить сюда еще раз, чтобы они объяснили. Ну, при большом. А то, получается, вроде 200 человек подписало, я понимаю тоже. Но у всех, которые сидящих здесь, тоже рабочее время. Каждый раз в 8 часов вечера я не могу приглашение делать. Поэтому здесь тоже нужно будет понять. Вопрос важен, давайте будем его обсуждать. Это второе. Третье. Мне бы хотелось все-таки выяснить, если меняться будет схема движения, то у нас автовокзала как этого не будет? Такового не будет. Не будет. То есть в центре центре не города не будет. И центральная часть города у нас освободится от тех заездов, которые были эти самые. Это очень хорошо. Это плюсовое такое.
Потому что находясь это, тогда у нас переходит в две части. В 3. В три части переходит, да? У нас. Белое Как озеро, будет Белое озеро. ДСК и 203. Тоже, в Центр. принципе, неплохо, но вам нужно принять. СССР? Медцентр. Медцентр. А, медцентр. Медцентр, 203. Ну, давайте это будет. Сейчас у них они готовы к обсуждению, давайте мы это будем собирать. Если надо, давайте, Сергей Афанасьевич, тогда вы возглавьте эту группу по обсуждению. Давайте промежуточно соберемся тогда. Посмотрим, что нам дальше. Вопросы по автобусному сообщению есть? Пока что нет. У меня есть комментарий еще. Вчера Давайте. мы вот перешли на доковидное время. Мгм. Отправление из Магана. Первые 3 рейса оставили 6:30, Мгм. 7 и 7:30. Да, да. Мгм. Да. Отправление от автовокзала. Первые 3 рейса оставили 6:20, 6:35. 35, 6:35, 7-10, 7:10 и 8-10. 8:10. Да. В этом случае, Тут я добавлю, наверное, да, Василий Петрович? а? Добавлю? Да, я про это и говорю. Тут мы вчера приняли решение, мы посмотрели как раз-таки по хронометражу, замеру времени. Вкратце объясню, то есть мы говорим то, что автобус двигается с вокзала до Магана в среднем час 20. Мгм. Потом он выезжает на следующий рейс. То есть это у нас есть змейка. У нас двигается в этой змейке 4 автобуса в разные промежутки времени. Если автобус выедет в 6:35 сейчас с автовокзала, Мгм. то он с Магана в 7:30 выехать уже, к сожалению, не А вот сможет. смотрите. Он с Магана выйдет в 7:45. Вот если он не будет заезжать на Курнатовского, он будет прекрасно успевать. С утра туда идет. Да. Потому что вот мы и вчера и говорили про это, что вот этот первый рейс, там практически никто не садится, 1-2 человека. Почему сегодня мы вносим предложение о том, Да. что первых 3 рейса, те, которые И очень тогда важны, он и будет по времени, по временному успевать. промежутку, они не должны заходить, они должны идти прямо. Вплоть до того, то, что Якутск, Маган, автовокзал, без остановок. Ну, причем со столом. Ну, я так утрирую. Я понял. Почему? Потому что житель садится в Магане, практически автобус полный, он идет, должен идти, и все выходят в автовокзале. А он начинает там, это уже в дневной период времени, когда Да, уже человек там остается. на строительный рынок ему надо ехать, и это он уже спокойно идет, уже там пускай, ради бога, заезжает. Ну вот вопрос как раз таки к жителям Магана. 7:30 или все-таки 7:45 с Магана выезд? Ну, не знаю, вчера что-то про 7:30 говорили. 7:40, 7:30 7:40 это, Или наверное, 7:30 7:40. это кто и 9? Это те, кто 9. Ваши час 20, это он приезжает в город Где 9-10. Если будет 7:45. Ну да, если Уже 7:30. опоздание. Уже опоздание идет. Мы же должны подстраиваться под этих. И еще что водитель сам обелечивает. Тоже Это время. уже время у Вот него заедешь уходит.